Исправить ошибки этого года и не допустить новых. В Коми уже сегодня задумались, что будут предпринимать следующим летом в лесопожарный сезон. Наши специалисты говорят о необходимости обновления вертолетного парка и делают выводы из опыта прошедшего горячего лета. Все детали у Виктории Палкиной. Сейчас как бы такого нету, а вот раньше было такое, там парашют не откроется, еще что-то, были такие сомнения. А сейчас как бы чуть-чуть уже от этого, как-то легче с этим вот. Уже как бы настраиваешь себя уже, что все будет хорошо, все нормально будет. На сыктывкарских дорогах он так же уверен, как под куполом парашюта. В лесопожарном центре Анатолий Нестеров работает уже 10 лет. Лето 22-го вспоминает с содроганием. Так республика не горела давно. Бывает пожар большой, да, например, площадью. И бывает ни воды, ничего нету, и приходится его либо окапывать, либо искать, например, ручей, дорогу, или сами делаем минерализированную полосу. Сегодня он в отпуске, на отдых заслуженные 100 дней. Но, несмотря на это, держит путь в лесопожарный центр. Иначе никак. Даже в отпуске они, защитники Пармы, должны поддерживать хорошую физическую форму и оттачивать свои профессиональные навыки. Приготовиться, пошел. 501, 502, 503, кольцо, купол. 7 июля 1931 года с аэродрома небольшого городка Урень Нижегородской области впервые в истории нашей страны специально для авиапатрулирования лесов поднялся маленький самолет-биплан. Через год систему запустили и в Коми. Но только в середине 60-х после реформы появилась своя региональная база. С 2008-го ввели еще и наземную охрану лесов от пожаров. Сложность тушения заключается, что в бореальных лесах очень высокое, большое количество горючего материала. Это деревья, это мхи, это опад, это кустарники. И это, конечно, в определенных периодах, в летний период, когда он высыхает, он горит. И сложность в том, что нужно все, практически все горит, тлеет, и все это нужно физически, ручным трудом потушить. Только в 2018-м Минюст зарегистрировал новый профстандарт. В России появилась рабочая специальность лесной пожарный. И здесь предъявляют высокие требования. Уметь тушить пожары, иметь навыки поисковых и спасательных работ, быть психологом, организатором, а еще знать, как действовать при укусах змей и ядовитых насекомых. И знания эти пригодились нашим огнеборцам в этом году. Уже в мае была первая командировка. Потом еще целая серия выездов. Красноярск, Хакасия, Курган. Мы были в Кургане в этом году. Там лесостепи. Подстилка совсем тоненькая. Там буквально можно граблями или трактором пройтись с плугом. То есть везде туда техника может подъехать. За счет техники справлялись быстро с пожарами. Вот здесь техника к нам в этом году вообще практически не доезжала в авиазонах. То есть и подстилка здесь у нас, мох бывает очень толстый, тяжело рубить. То есть это тяжелая работа, ручная. Архангельск, Вологда, Киров, Мурманск, Нижний Новгород, Тюмень, Красноярск, Пермь, Алтай, Карелия, Удмуртия. Лесные пожарные из этих регионов помогали уже нашим огнеборцам. В этом году в Коми зарегистрировано 444 лесных возгорания на площади 57 тысяч гектаров. Больше всего пострадали территории Ухты, Уссылимского и Ударского районов. Принимаем максимальные меры по его остановке. Проводим с помощью тяжелой техники. Создаем искусственную минерализованную полосу, проводим отжиг. Ситуация сложная. 25 августа в Ухте из-за лесного пожара вводят ЧС. Сильное задымление в городе, но угрозы ни населению, ни промышленным объектам нет. Для ликвидации возгорания торфяника применили вертолет Ми-8 с водосливным устройством и тяжелую технику. Площадь возгорания 700 гектаров. А это уже горит Ударский район. Здесь зарегистрирован самый большой пожар. Тогда привлекли несколько сотен человек. Команда сработала четко. Большая ответственность на руководителе. Именно он выбирает тактику тушения. В свое время, в
обеспечили вертолетом по моей заявке, по моей просьбе. Были оперативно выполнены переброски людских ресурсов в те места, где это прежде всего необходимо мне было. Вот. И вот благодаря этому, в частности, тоже удалось, в общем-то, потушить крупный лесной пожар. На общей площади был там, больше 1500 гектар. Помощь сверху не менее важна, чем понимание на земле. Хорошие отношения в коллективе, который борется с огнем не только днем, но и ночью. Залог успеха в опасном деле. Работают не только профессиональные лесные пожарные, но и добровольцы. Пик горения с 11 утра до 5 вечера. Именно эта смена считается самой сложной. Куда проще бороться с огнем на рассвете. Не дать хода огню, чувствовать малейшие изменения погоды. Только так можно остановить стихию. Методом просыпки грунта остановили распространение, вызвали сюда трактор, вызвали еще людей, пропилили трактору дорогу, сделали минполосу, чтобы огонь дальше не распространился. 122 работника Коми-лесопожарного центра, 1108 добровольцев. Вот они, людские ресурсы, которые боролись со стихией в лесах в этом году. Огонь ни разу не перешел опасную границу. Дома и промышленные объекты не пострадали. Когда на душе отлегает, когда уже пожар у нас ликвидирован, все надежно, ты обошел его, тогда уже и у ребят настроение, когда уже ждем вертолет, потихонечку начинают уже ввозить к местам дислокации. Это уже, конечно, всегда у всех настроение, несмотря что все устали, искусанные, гнусом, грязные, запыленные. Ну вот это самое, так сказать, классное. Воспоминания о жарком лете 22-го еще свежи, но уже скоро начнется подготовка к новому пожароопасному сезону. Проверить парашюты, подготовить инструменты, впереди тренировки и новые полеты. Нужно быть готовым к любым вызовам.